пришла в ботанический сад работать после окончания университета. Я закончила наш университет, биологический факультет. Здесь была на практике 2 года. И потом по распределению попала в лабораторию древесных и кустарниковых растений. И по сей день я работаю с 1984 года. Вот, очень люблю свою работу. Платан восточный – один из самых старых растений в нашем саду, потому что первые посадки начались в начале 40-х годов. Работал Пешпекский железнодорожный питомник, и несмотря на то, что было тяжелое время, началась Великая Отечественная война, но высаживались растения и в город, и в ботанический сад. И именно вот платан восточный был одним из первых, которые посадили тогда, в те годы. Растение это долгоживущее, может дожить до 2000 лет. У нас в Кыргызстане, в Средней Азии его очень любят, называют чинаром. Вот видите, у него все время обновляется кора, листья похожи на клен, но опушенные. Растение это любит очень воду, потому что родина у него Средиземноморье, острова Эгейского моря. Вот, кроме платана восточного, вот одни из первых посадок у нас тополь-бале, робиния, псевдоакация, глядичия трехколючковая. Вот такие растения сажались вдоль ограды, как защитные полосы. Вот, и сохранились до сих пор. Вот видите, ему уже 80 лет. А он прекрасно себя чувствует. Вот при хорошем поливе у нас такие растения, даже таких вот влажных мест обитания, у нас прекрасно себя чувствуют и могут расти. Мы находимся сейчас в дендрарии-заповеднике. Это часть ботанического сада, участок ботанического сада относится к лаборатории древесных и кустарниковых растений. Вот дендрон по-гречески дерево, отсюда дендрарий, то есть там, где растут деревья. Ну и заповедником он стал в 1968 году, когда уже была создана большая, хорошая коллекция древесных растений со всего северного полушария. Ну, как в любом ботаническом саду, растения изучаются комплексно. Ну, главная научная тема – это интродукция растений, то есть мы собираем растения со всего северного полушария, те, которые могут расти у нас в открытом грунте, и проверяем, как они адаптируются к нашему климату, к нашим условиям, и можно ли их рекомендовать в зеленое строительство, например, нашей республики, в частности, город Бишкек. И часть работы по интродукции – это размножение растений. У нас в дендрарии-заповеднике имеется теплица траншейного типа. Это разводочная теплица, она находится ниже уровня почвы. И это очень удобно, так как здесь не бывает сильных морозов, поскольку теплица не отапливается. В 2019 году, ну, работает она с 1981 где-то года, но в 2019 году был сделан ремонт. И, значит, мы поменяли грунт на стеллажах, сделали вот новое покрытие. И сейчас вот в обновленной теплице мы уже вот 2-й год размножаем растения. Вот, ну, можно спуститься и посмотреть. Вот в теплице 2 отсека. 2 крыла, это северное и южное крыло. Мы сейчас вот находимся в южном крыле, оно более большое. Здесь несколько стеллажей. Стеллажи наполнены перемытым речным песком. Ну, конечно, внизу дренаж обязательно сделан, небольшой слой питательной почвы и перемытый речной песок. Поливается здесь водопроводной водой шлангами набрызгом. Вот,
И все время поддерживается высокая влажность. Здесь влажность обычно 100%, вот стоит барометр, показывает влажность, и висит градусник, показывает температуру в теплице. Здесь, поскольку она траншейного типа, не бывает сильных морозов. Даже если сильный мороз вот на улице, то здесь грунт не промерзает. Ну, в этом году мы тоже посадили, естественно, черенки. Мы смотрим, какие растения, например, новые для нашей коллекции, и которые уже можно размножать, чтобы получить ну, не одно растение, а несколько растений, чтобы коллекция пополнилась. И поэтому мы, значит, в этом году вот посадили, например, гортензию, сейчас она очень популярная. Ну вот, например, древовидная гортензия посажена отдревесневшими уже черенками весной. Поэтому они, видите, уже даже цвели. Мы вот снова взяли с них черенки. Вот, и довольно хорошо укореняется. Это гортензия древовидная. Хвойные растения тоже лучше сажать весной, брать черенки, потому что летом они сильно растут, и вот в растущем виде они плохо очень укореняются. А весной, видите, вот здесь туи разные посажены, они тоже уже вот неплохо укоренились. Вот такие растения еще оставляем мы на стеллаже 1 или 2 года, потом пересаживаем их в ящики, тоже на доращивание, и из ящиков уже на питомники. А с питомников растения высаживаются уже в коллекцию, в сектора сада, поскольку у нас дендрарий построен по географическому признаку, то есть географическими секторами. Либо, значит, на продажу вот выращиваются те, которые уже проверены, рекомендованные для озеленения, например, пользуются спросом, вот такие как гортензия, например, вейгелы, будлея, это чубушники, это вот садовый жасмин. Это растения, которые всегда пользуются спросом, мы их уже хорошо научились размножать, и мы их вот выставляем уже на продажу. А какие-то необычные, новые мы, конечно, сажаем сначала в коллекцию обязательно, потому что это главное для ботанического сада – иметь хорошую коллекцию. Вот. Ну и здесь вот совсем маленькие череночки, это вот летнее черенкование, это идет полуодревесневшими черенками, зеленое черенкование. Многие кустарники как раз хорошо черенкуются именно летом. Вот поэтому мы стараемся сейчас вот брать новые сорта вейгелы, барбарисы, например, пеструю лигустрину. Значит, вот разные такие необычные кустарники, которые вот пользуются спросом у населения, и стараемся вот экспериментальным путем посмотреть, когда они лучше всего черенкуются. Потому что при черенковании, во-первых, сохраняются все признаки материнского растения. Вот если мы хотим, например, чтобы получилась именно ель, там, например, ель колючая форма голубая, она будет именно голубая, потому что мы берем черенок с материнского растения. При семенном размножении идет расщепление, поэтому мы потом снова должны вести отбор. Вот, поэтому вот черенкование это вот имеет плюсы. Но не все, конечно, черенкуются хорошо, поэтому здесь тоже мы стараемся найти вот стимуляторы, которые бы помогли укоренить именно трудно укореняемые, но сильно декоративные растения, такие ценные растения для озеленения. Здесь маленькие черенки, здесь мало что видно, поскольку когда черенкуется, обрезаются лишние листья, иногда вообще все обрезаются, иногда остается просто вот полпластиночки. Вот, потому что так, чтобы меньше было испарения воды, чтобы больше силы было на укоренение, именно образование корня. Потому что иногда бывает, что начинает расти, вот вся сила уходит сюда и укореняется плохо. Ну, знаете, конечно, людей не хватает, сотрудников не хватает. У нас здесь есть заведующий лабораторией, есть главный научный сотрудник, старший научный сотрудник, старший лаборант, агроном.
И вот был один рабочий, но сейчас уже и рабочего нет одного, вот охранники, просто 3 охранника. То есть это, конечно, минимальное, очень минимальное, недостаточное количество штатных единиц. Потому что, в принципе, вот на каждый сектор, вот у нас несколько секторов. Например, сектор Северной Америки, где растут растения Северной Америки. Сектор, допустим, Зарубежной Азии. Сектор Кыргызстана и Центральной Азии, сектор Европы, Крыма и Кавказа, Дальнего Востока, Западной Сибири. То есть на каждый сектор должен быть научный сотрудник, который бы полностью растения вот этих коллекций, этих секторов изучал бы. К научному сотруднику у научного сотрудника должны быть помощники, лаборанты, старшие лаборанты, просто лаборанты, которые бы помогали ему ставить эксперименты. Вот. И нужны рабочие. Рабочие просто по уходу за растениями. Допустим, следить за питомниками, где мы выращиваем растения, следить за поливом, где-то пропалывать растения, убирать самосев, потому что все-таки лес – это самосевные деревья очень много. И самое главное, я уже говорила, это у нас полив. Вот. И, конечно, должен быть человек, который занимается только поливом. Это поливщик, потому что поливать нужно вот прямо даже под зимний полив проводить, чтобы растения в зиму ушли вот хорошо политые, древесневшие, чтобы не было вымерзания зимнего. Поэтому, конечно, штатов не хватает. Вот. И, мы стараемся, как бы сказать, вот этими малыми силами сохранить коллекцию, пополнить ее. И мы, конечно, превратились немножечко в многостаночников, то есть мы выполняем работу не только научную, но еще и рабочие специальности. Мы сами пропалываем, сажаем, там, переносим растения, проводим эксперименты, в общем, все вместе. Как бы вот научные рабочие, тоже так можно сказать, пошутить. Конечно, мы надеемся, что все-таки штат расширится, придут молодые сотрудники, потому что есть заинтересованные студенты, которым нравится вот это все. Но, к сожалению, из-за того, что зарплаты у нас небольшие, вот к нам как-то неохотно идут. Вот, и это тоже имеет значение вот в современном мире. Вот, поэтому надеемся на лучшее. У нас несколько видов боярышников в коллекции. Вот сейчас мы подошли к боярышнику мягковатому. Боярышник мягковатый – это растение из Северной Америки. Он хорошо адаптировался в нашем климате, очень хорошо, обильно цветет и плодоносит. И вот эти плоды можно использовать и в пищу, можно даже варить варенье, делать компоты, можно просто сушить, можно просто кушать. Он хорошо помогает при болезнях сердца, успокаивает нервную систему и чистит сосуды хорошо. Вот его даже длительное его применение помогает даже при запущенном атеросклерозе. Вот это очень так тоже актуально. И, конечно, декоративное растение. У него это красивые листья, обильно цветет, когда в цвету он красивый. И, конечно, в плодах он тоже, видите, обильное плодоношение, очень красив в плодах. И очень, говорю, вкусное и полезное растение, лекарственное. У нас довольно широкий такое сотрудничество с другими странами. Вот наши сотрудники вот по разным проектам бывали и в других странах, в ботанических садах, на курсах, на каких-то мастер-классах. Вот потом идет, вот еще с 1948 года идет обмен
Это вот международный обмен, он назывался раньше безвалютный международный обмен семенами. Это между ботаническими садами и арборетумами со всего земного шара. Вот. И сейчас этот обмен продолжается, он не прерывался все время. Мы издаем свой список семян, то есть собираем семена, храним их, те, которые мы можем поделиться с другими садами. И отправляем по электронной почте другим садам. Они делают заказы, и мы эти заказы исполняем. То же самое нам присылают очень много стран. Где-то вот бывает, ну, в разные годы по-разному, но бывает вот до 120, до 130 стран, вернее садов из 30, там, 40 стран присылают нам свои списки семян. И мы тоже заказываем семена. Так мы пополняем коллекцию. Вот. Это очень, ну, в основном присылают семена, но иногда присылают даже черенки. Вот черенки, и мы сразу их сажаем в теплице в нашей разводочной. Все это регистрируется в журналах специальных, и сами дилектусы, списки семян, и семена, когда приходят. Все лаборатории у нас в ботаническом саду, они все вот участвуют в обмене семян. Достижение то, что создано 2 дендрария вот в нашей лаборатории. Это дендрарий родовые комплексы и дендрарий заповедник, вот ботанико-географический признак. Это большое достижение создать вот такой, ну, с большой коллекцией такой сад. Здесь вот, я уже говорила, где-то, ну, 1500 видов, форм и сортов деревьев, кустарников и лиан. Это, конечно, самое большое достижение наше, потому что это основная работа ботанического сада – создать, сохранить и пополнять коллекцию. Ну и изучение, конечно, растений. Вот благодаря испытанию в ботаническом саду вот ассортимент городов и сел нашей республики пополнился где-то на 250 видов. Потом мы, изучая эти растения, мы даем рекомендации, пишем научные статьи и даем рекомендации, вот выпускаем рекомендации, что можно сажать, что точно можно сажать у нас в городе, а чего не надо сажать. Вот это тоже вот такие, в общем-то, большие наши достижения, то, что у нас очень много растений проходит испытания в наших условиях именно.